Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что говорят о вас за вашей спиной. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим вашу характеристику, ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. Здесь показывают женщину, которая рада всем помочь. Эта женщина, возможно, сейчас в чем-то или лидирует, или что-то вот у нее, или в перспективе есть, вот-вот будет, или уже вы видите движение какое-то. Вы чувствуете на самом деле какой-то рост, перспективу. Возможно, даже что-то вам уже подсказывает или что-то уже начинает сдвигаться с места. Благодаря тому, что вы проявляете заботу о окружающих или кому-то помогаете искренне. Когда-то в жизни вас кто-то очень сильно обидел или какая-то стрессовая, сильная ситуация произошла, после чего человек не испортился, остался вот благосклонный, с душой, и вы стали кому-то помогать. Притом могли бы отвернуться от всех, закрыться, но все равно имеете это чувство, помогаете кому-то. У вас может быть тоже какой-то и финансовый ущерб, но вы помогаете кому-то. Здесь больше, я так скажу, сильное разочарование и стресс. Здесь была какая-то безнадежность, где вы сами себя оттуда, из этой безнадеги вытаскивали. Даже вот кто-то был в зависимости от чего-то, но вы выбрались сами, опять-таки, из этой зависимости. Тут у кого-то заработки могут быть, заработать или найти свое, найти призвание, работу и так далее. Может быть, кто-то жил в отношениях, где вы зависели от мужа, а потом ушли, или же ушли, опять-таки, ушли как ушли. Вы могли остаться жить вместе, но вы внутренне ушли от этого человека и стали сами зарабатывать. Поднялись выше. Здесь показывает вас, вы над кем-то выше. И человек, которому удается в жизни попадать именно, знаете, вот как это, не попадать, а у вас вот как удача, магнит для удачи. Плохо-плохо, а потом раз у вас что-то происходит и еще намного лучше, чем вы ожидали. Знаете, вот что вам помогает двигаться? Скорее всего, ваша какая-то внутренняя мотивация, ваш внутренний голос. Вы скорее можете даже наедине с собой разговаривать сами с собой, направлять себя куда-то, подбадривать. Вы также являетесь и толчком для окружающих людей. На вас смотрят и тоже мотивируются вами. Также вы человек, которого в жизни будет еще развилка, два пути. Скорее, может, даже выбор. Вы будете выбирать, туда ехать или туда. С этим быть человеком или с этим. Да? Определенно какой-то будет такой пик, момент. Может, даже уже как скоро. Человек, который проносится со скоростью кометы. Вы очень быстры, активны. Вы стараетесь долго не сосредотачиваться на чем-то негативном. Вы на самом деле сама себя оттуда вытаскиваете. И вот когда происходят у вас какие-то моменты в жизни сложные, вы стараетесь быстро переобуться, то есть свои мысли перенаправить на что-то позитивное. И только вот тогда вы сталкиваетесь с какими-то удачными обстоятельствами, получением финансов, получением вообще в целом чего-то положительного. И вы, возможно, понимаете, как это в вашей жизни устроено и работает. У каждого, я вам скажу так, что работает все по-разному. В вашем случае конкретно, да, вот вы стараетесь не концентрировать внимание на негативе, и поэтому вы получаете победу, успех, да, и какой-то выигрыш.
однозначно, хочется сказать, вы окупаете свою какую-то беду. На данный момент здесь есть такое чувство расстройства. Может быть, даже, я бы сказала, вы уже не простите того, кто вас обидел. Здесь, может быть, даже не очень хорошие отношения в семье могут быть, или недоразумения какие-то происходят, недопонимания с каким-то человеком. Здесь могут, возможно, смотреть семейные люди. Вы на одном стоите, человек на другом, но вы также и расходитесь, каждый при своем мнении. Вы не стараетесь здесь показывать женщину, которая не будет слушать мужчину. Она будет делать так, как вот она задумала, как ей хочется, как она считает лучшим, особенно для себя. Здесь женщина выбирает себя, даже в отношениях. Научились, по крайней мере, себя выбирать. Из-за этого вы ходите в победители, в дамки. У вас, я вам скажу, путь ваш жизненный очень сложный, и все приходится добиваться вот с каким-то трудом. Вам легко ничего не дается, но вам сопутствует удача. Вот так вот. Трудоемкий человек, то есть вы, скорее всего, и по характеру можете сами себя считать, что у вас сложный характер, также вас кто-то может считать сложным характером, но здесь еще присутствует некая такая упертость, и вот благодаря этому вы скорее достигаете каких-то целей, или вы приходите к чему-то, конкретно к цели. У кого-то здесь идет то, что на вас тоже смотрят и видят вот эту вашу упертость, и считают, что это сложно, с вами сложно. С вами сложно договориться, например, даже если вы не согласитесь, да, то есть перетянуть канат в свою сторону невозможно. Но тем самым, да, смотря на вас, понимают, что вы умеете говорить «нет» и умеете сделать все равно по-своему, в вашу выгоду. И, скорее всего, даже этому учатся у вас. Или же кто-то сканирует вас, проверяет вас. Вас кто-то конкретно психологически изучает ваш портрет на данный момент. Вот какая вы, на что вы способны, ответите вы да или нет. Возможно, вот человек как будто бы прогнозирует что-то у вас, держит к вам дорогу. Да и вы человек дорог, вы человек, который любит путешествовать, куда-то ездить, пусть даже и на маленькие расстояния, но вас это увлекает, вас это расслабляет, для вас это как новый какой-то праздник, вдохновение. И вы тем самым, вот знаете, как вы не любите сидеть в темнице сырой, вам в любом, да, сидеть дома. Хотя тут тоже и присутствует доля такая домоседства, но вы скорее человек, который любит постоянно где-то быть, куда-то ездить, ходить. Для вас это и какое-то обучение, чему-то вы можете научиться, чего-то увидеть. Вы зрительный контакт. Вы, скорее всего, подпитываетесь, может быть, от общества, социума. Также здесь вы чему-то обучаетесь в ходе процесса, когда вы что-то посещаете. Но, тем не менее, здесь есть такой вот сложный темперамент у женщины, но эта женщина, по крайней мере, с этим темпераментом добивается своего. Ну так, просто прете напропалу, если вам что-то нужно. Вам не важно мнение окружающих. Бывает, вы даете слабину, и вот именно расслабляетесь, расплываетесь, и люди пытаются воспользоваться, но вы вовремя ставите ограничения и стопорите людей, что не-не-не, так нет. Да, если я расслабилась, то это не говорит о том, что можно мною воспользоваться. Вы даже вот в состоянии того, если вы чего-то такого увеселительного вы пьете, вы все контролируете, даже где ваша сумочка и сколько в ней, да, лежит, и что в ней лежит. Вот такая вы все помните, все контролируете. Возможно, даже вы человек, который ставит ограничения даже себе. Вот это нельзя, вот это можно. Сама себе учитель, сама себе мама, сама себе наставник, вот такая вы. Очень часто сейчас вспоминаете о чем-то. Вы залезаете одной ногой в прошлое. Также здесь могут присутствовать дети. Здесь может присутствовать то, что вы детей очень часто ограничиваете в чем-то. Или же вот есть такая строгость, дисциплина. Вы сама такая, и вот с детьми вы тоже. Вы опасаетесь, вы охраняете. Очень любите детей, и, кстати, дети к вам очень маленькие тянутся. Даже чужие дети, но к вам тянутся.
видят в вас какую-то такую спектральную энергию. У вас вообще, я скажу, здесь гений человек, создатель, возможно, чего-то, да, может смотреть. Человек, который может увлекаться практиками, неважно какими, там, саблюминалы, аффирмации, заговоры, шепотки и так далее, да, или какие-то ритуалы в целом. Чем-то вы увлекаетесь, и у вас это очень хорошо работает. Дальше вы подсвечивать умеете ситуацию, умеете даже кому-то подсказать. Слушай, вот я чувствую вот это-то. Да, вы подсказываете, может быть, предсказываете, тоже возможно, но в большей степени вы увлекаетесь какими-то ритуалами. У вас тут стоит защита, или вы ставили защиту, или вас кто-то охраняет, но больше скорее вы ставили защиту. Все, что связано с кольцами, круглым, это может быть цепочки даже, да, все, что такое круглое, имеет форму круга, имеет для вас защиту. Красный цвет, красное круглое или талисман круглый. Красная нить, у кого-то красная нить. Красная нить вам помогает снимать негатив. Возможно, уже на вашей ниточке, если она у вас есть на левом запястье, есть вот какие-то катышки грязные, черные. Это сплетни. Сплетничают, говорят, обзываются. У вас карман, показывает, наполнен или перенаполнен. Возможно, это какие-то ваши перспективы. Вы человек, который обращается к Богу. Возможно, даже у кого-то дома стоят сакральные такие вещи. Может, иконы стоят, святые, Библия стоит. Я вижу крестик. Кто-то, может, носит, да, крестик, а у кого-то что-то вот дома в виде креста. Крестообразное. Может, сейчас подойдете к раковине, а там вилочки крестом лежат. Что-то вот крестиком лежит. Но вы знаете, вот оно лежит себе, а оно вас от чего-то защищает. Оно само так сложилось. Как бы не специально вы так положили, а вот само тоже может такое присутствовать здесь. Вы можете часто скрещивать ноги. Вот когда делаем расклад, не скрещивайте ни ноги, ни руки. Здесь проходит энергия. Когда вы вот с кем-то общаетесь, кому вы не доверяете, вот желательно бы что-то скрестить, хотя бы даже пальчики скрестить. У вас получится то, о чем вы так добиваетесь или к чему вы стремитесь. На самом деле вы еще получите из этого уйму каких-то шансов на получение каких-то финансов, на достижение чего-то. У вас есть к этому потенциал, и, скорее всего, не зря вы об этом чувствуете. Возможно, даже вот новости постучатся извне. Это какие-то источники, чужие источники, или эта информация может быть из социальных сетей и так далее. Но вы, понимаете, этого добьетесь. Вы к этому стремились, вы этого скорее желали, вы на что-то смотрите позитивное. А знаете, вот даже просмотр каких-то приятных картинок, связанных, пусть это будет у каждого свое, кому-то приятно на животных смотреть, милых, забавных, кому-то приятно на уютный интерьер смотреть. Тем самым вы поднимаете вот так, да, ненавязчиво. Вы смотрите на это, вам приятно, но внутри растет самооценка. Понимаете, как это интересно работает? Вы смотрите на других людей, красивых, например, и восхищаетесь. Или на что-то красивое, цветы, восхищаетесь. У вас растет ваша самооценка. Так, да, хочется сказать, где-то в параллели, но вы этого не понимаете. Но на самом деле оно так. Поэтому говорят, смотрите на красивые вещи, на позитивные вещи, мультфильмы, фильмы и так далее, позитивного характера. Скоро, скорее всего, вы или куда-то отправляетесь в какое-то путешествие, да, или же здесь может быть такое, что я еду в другую страну. У кого-то идет изучение иностранных языков, или вы что-то начнете понимать на иностранном языке. Также перед вами стираются какие-то границы, и открывается новая дверь в вашей жизни, новое изучение чего-то, получение каких-то новостей, связанных, возможно, с вашими деньгами. Также здесь идет речь о получении каких-то знаний, которых вы раньше не знали.
Вот это конкретно касается вас. Или вашей энергии. Хорошо. Человек вы такой, в принципе, по себе открытый людям или очень много говорить о себе. Чего не есть вполне хорошо, да, иногда бывает нужно что-то личное особенно держать при себе, особенно отношения, да, семейные отношения. Должны быть тоже личные границы, но вы умеете их выставлять, умеете. Больше слушайте, нежели говорите. Хорошо, давайте смотреть дальше. Что говорят о вас за вашей спиной? Что говорят о вас за вашей спиной? Что вы очень богатая, или вы человек, который чем-то сейчас занимается, вы могли бы на этом очень хорошо зарабатывать, или вы уже хорошо зарабатываете. Потому что вы мастерица этого дела, умеете, вы знаете как. Да, у вас очень все хорошо и красиво получается. Кстати, видят вас эстетику, видят у вас хороший вкус, видят у вас какой-то и талант. Здесь могут быть дизайнеры интерьеров или люди, которые умеют комбинировать гардероб. Также вы, скорее всего, могут люди, которые занимаются цветами, сопоставление, да, этих цветов. Вы одушевляете очень сильно, вы несете в себе какой-то некий свет, прозрение, чего люди не знали, информация. Также вы человек, скорее, который открывает людям на что-то глаза, наполняет их чем-то позитивом, эмоциями. Вы человек в какой-то степени даже юморной. Вы можете что-то рассказать смешное, и все будут смеяться. На самом деле, здесь, если хорошее чувство юмора, то значит, да, здесь и высокий интеллект. Это так же, как, чтобы узнать, какая женщина в постели, посмотреть, как она танцует. А вот тут вот что-то такое есть, да, что считывают по вашему юмору ваш интеллект. Вы тем самым показываете, проецируете, что вы умные. И притом вы умеете сгладить острые углы так четко, быстро, или выйти из какой-то уже накипевшей ситуации, сухой из воды. Вы стараетесь не обострять ситуацию, вы стараетесь, наоборот, сгладить. Видят, что вы работаете с интуицией или программированием. То есть у вас очень хорошо получается, возможно, даже манипулировать. Кто-то, может быть, конкретно вас называет или манипулятором, или человеком, который влияет на чужие мысли, на ход событий и так далее. Вы можете даже вот с подругой стоять, например, ей понравилось зеленое платье, а вам розовое. Но вы в любом случае, знаете, начнете вот об этом розовом выдавать все его плюсы. И вот ваша подруга согласится приобрести не то, что ей понравилось, а ваш выбор в сторону розового. Говорят о том, что вы везде все успеваете, вы не упускаете шансы, вы активная, быстрая. Кто-то конкретно вас называет такая крыса, да, которая... Но это с их стороны. Вот я бы назвала это плюсом. Та женщина, которая не упускает шансы. И вот вас могут называть, она крыса, она ничего не упустит из виду. И в целом шансы может еще и так далее, информацию, все она знает и так далее. А почему нет? Второе, здесь говорят о том, что вы человек, который убегает от темы. Вот вы говорите о чем-то, и вы потом быстро раз и свиливаете, убегаете. Мстительная и справедливая в том числе. Мстите по справедливости. Просто так вы мстить не будете. На дух не переносите молодых или женатиков. Здесь вы кому-то об этом говорили конкретно. Я ненавижу женатиков.
Видят, кстати, ваши вкусы, ваши нравы, что вам нравится. Кто-то конкретно может об этом замечать. Также говорят, что вы человек многогранный. И на самом деле вы все везде знаете, знаете, что сегодня по акции, какие происходят где мероприятия, что сейчас в тренде. Да, вы везде успеваете. И когда же вы это все успеваете? Вопрос у людей. Когда? Если вы работаете много, да, или еще чем-то занимаетесь, или у вас обязанности, ответственности, дети, когда вы успеваете за всем следить. Но считают вас, что вы добьетесь чего хотите, любой ценой. Притом вы всегда занимаете главную позицию, вас скорее уважают в обществе, ценят. Знаете, вот тут такое есть, что вы же и все успеваете, и вы же все и получаете. Люди однозначно берут с вас, скорее всего, какой-то пример. Здесь выходит сам император. Да? Вы, скорее всего, женщина с мужскими энергиями. Здесь человек чистоплотный, особенно что касается характеристики. Вы, вот как вас видят, вы не предадите или же вы не будете разносить какие-то сплетни, клевещить, да, врать. Есть у вас доля давления, умеете вы давить на людей, так как не то, что хочется вам, а давить именно в том случае, чтобы добиться какого-то полноценного, здорового, качественного результата, довести до конца, может быть, что-то. Если вы под вами коллектив, вы где-то главное или руководитель, то это прям ваше призвание, ваше место. У вас это удачно получается. Если вы руководитель в доме, в семье, то опять-таки вы умеете все спланировать, вы умеете все просчитать, вы скорее даже главное и являетесь в семье, слушают вас, ваше мнение. То есть здесь не обходится без вашего да или нет, согласия. Боятся вас, боятся вашей энергии больше всего. Боятся, знаете чего? То, что вы все знаете. Вот за это вас боятся или стараются быть с вами очень аккуратными. Потому что, не дай бог, да, вам что-то сделать или, хочется сказать, подставить подножку, вы обязательно дадите сдачу. И больно, но неизвестно когда и как. Вот в этом вопрос. Что еще говорят о вас? Вы похожи сильно на человека не этой национальности, не их национальности. Вы вот какая-то другая, иностранная. Вы одеваетесь как-то так, как одеваются иностранцы, или же ведете себя так, или в общении употребляете, может быть, какие-то иностранные слова, ну что-то такое у вас есть иностранное, или же вы проживаете за границей. Здесь, кстати, кто проживает за границей, вам в этом завидуют, что вы где-то там. Также считают, что вы все делаете не просто от души, вы делаете, с любовью, да. Даже вы подарок дарите не так, что у меня завалялось, что мне не нужно, отдам, как подарок. Нет, вы вот старательно, вы подмечаете детали, вы скорее очень впечатлительны. И, знаете, вы делаете подарок так человеку, как бы хотели бы получить его сама. То есть вы стараетесь с душой, вкладываете свою душу. Также видят вас, что вы очень яркая и привлекательная. То, что у вас не просто хороший вкус, он привлекает к себе внимание. Это, скорее всего, даже, я бы сказала, вкус в одежде, в внешнем виде. Вы всегда заботитесь о себе или стараетесь выглядеть красиво. По крайней мере, вы также могут говорить о вас, что вы не подходите, а похожи сильно на какую-то звезду, кино, эстрады там и так далее. На кого-то вы сильно похожи. Какие-то черты, может быть, у вас есть. Также вы очень яркая. Видят вас, что вы однозначно в чем-то в жизни прославитесь или уже прославились, вашу какую-то популярность,
вашу какую-то значимость, яркость, да, вы подсвечиваете, это ясно. И вы же на самом деле являетесь уважаемой в каком-то обществе, среде. Ну, вы умеете строить забор, простраивать жестко. Вы умеете ставить границы. Люди это видят, что с вами так нельзя. Скорее всего, совсем недавно вы кому-то дали о чем-то знать. Может быть, прямо в глаза кому-то о чем-то сказали. Человек от этого испугался. Притом вы сделали это так, хочется сказать, бывает некрасиво, а вот бывает деликатно. Вот вы это сделали деликатно. И вас за это уважают. С вами уже не шутят, с вами разговаривают серьезно. Вас воспринимают как зрелого, умного человека, с которым есть о чем поговорить или что обсудить. Говорят о вас. Здесь конкретно не просто говорит, проецирует свою любовь к вам какой-то мужчина, но также и в принципе, да, может говорить о том, что имеет к вам чувства какие-то. Влюблен. Старше вас мужчина. Не обязательно да старше. Здесь может быть даже такой уважаемый, значимый, богатый человек. Здесь и человек суховатый, прагматик, скорее всего, тоже человек, который до упора работает, пашет. Да и вообще, в принципе, он не любит сидеть, он постоянно что-то делает. Знаете, здесь может идти информация о том, что он вам тоже нравится. Скорее, вы знаете, о ком идет речь. И, скорее всего, у вас могут уже быть отношения. Вот как-то так. Потому что я вижу, вы тоже испытываете к этому человеку чувства. Также здесь может быть у кого-то, знаете, такое... Иногда встречаемся, видим друг друга, но мы не общаемся. Вам нравится он, ему нравитесь вы. И здесь вот взаимное такое притяжение. Да, как это называется? Матч, to match или матч. Вот как-то так, совпадение обоих. Вот здесь у мужчины есть ограничители. Ограничивает он себя сам в своих эмоциях. Он не проявляется, может быть, да, или сдерживает внутри то, что не показывает снаружи. Вы это чувствуете. Или вы чувствуете, что вы ему нравитесь. Здесь даже можете пересекаться взглядами. Как-то так. Ой, он вас, знаете, возводит на пьедестал, он прикрепляет к вам все самые положительные ярлыки, что вы и красавица, и умница, женщина, которая достигаторша. Однозначно за вами вот что-то такое стоит. Или деньги, или внутренняя сила. Видит вас такую самодостаточную, независимую даму. Неважно, даже если вы в отношениях, вы все равно независимая. Вы женщина, у которой на голове корона, золотая, а не фейковая. Вы женщина, которая ценит себя, любит себя, уважает себя. Вот такой вас видит. И, знаете, это не только показатель того, что он таких уважает. Это в принципе, да, мужчины уважают таких женщин в большинстве случаев. Тут есть в некой степени даже чувство преувеличения вас, когда приукрашивает, потому что нравитесь. Но также здесь проходит то, что человек понимает, что он до вас в чем-то не дотягивает. Вот он идет, или это шаги могут быть, он делает шаг, а потом отступает на 2, боится, трусит. Потому что в вас есть какое-то такое царское величие, хочется так сказать. А он всего лишь, да, какой-то там королек. Один из.
То есть может думать о том, что у вас очень много кавалеров, или у такой дамы однозначно есть какой-то герой сильный. У него, кстати, тоже кто-то есть, какая-то дама, с которой, ну, тут уже отношения претерпевают расставание или боль. Здесь такое же, знаете, нам уже эти отношения и не нужны. И вот из-за этого боль, да, то, что он понимает, что и ей нехорошо с ним, и ему с ней. Вот, скорее всего, вот уже все на ниточке, или, да, вот-вот скоро что-то закончится, потому что его дама, у него дама тоже такая самодостаточная, увлечена своими какими-то делами или работой и так далее, деньгами, заработками и так далее. Но тут включается то состояние, он считает себя там ненужным. Ни к чему я здесь. И поэтому боится вас, что вы тоже, да, самодостаточная, вы все сами, все умеете, все себе позволите. И поэтому вы не нуждаетесь в таких, как он. Есть какой-то, может быть, по этому поводу комплекс, но слабых он и не желает. Вот слабых женщин он не желает. Ему нравятся вот такие дамы. Но здесь все сводится на нет с такими женщинами. Он не хочет быть вот какой-то, знаете, попрошайкой, да, он хочет тоже иметь какой-то статус. Хотя у него, в принципе, есть какой-то статус, но вот может он думать, да, что я не дотягиваю. Здесь может быть еще так, что проецируетесь вы чересчур аж, что у него аж комплексы внутренние, да, что у меня мало, а у него, наоборот, чего-то больше, понимаете? Вот так вот. Стыдится богатых и успешных женщин. Хотя сам, в принципе, умеет зарабатывать. Человек потерпел сейчас какой-то обман в жизни, из-за которого сейчас думает очень много. Кстати, он думает и о вас, и о каком-то чьем-то обмане в его сторону. Также он может бояться того, что вы можете обмануть его, потому что вы уже такая женщина. Видно, что, да, дама самодостаточная, и в любом случае она не глупа. Съели собаку. И вы понимаете, как все работает. Поэтому он боится, наоборот, от вас получить какой-то обман, или что вы его на мизинце мотать будете. Вот так. Что еще говорят о вас за вашей спиной? Что еще говорят о вас за вашей спиной? Ну, то, что вы себя очень любите, цените, в какой-то степени являться можете... Уходите в себя, в свои какие-то мысли. Вот вам говорят о чем-то, а вы поддакиваете, но это вот это поддакивание, как будто бы да, но вы не слушаете. И вот это кого-то раздражает. Говорят о том, что вы не слушаете. Вы какая-то в себе, в своих каких-то задачах. О том, что вы очень хорошая манипуляторша, о том, что вы умеете воздействовать, о том, что вы, возможно, пользуетесь какими-то практиками, ну точно, да, с чем-то ведьминским, что-то тут связано, здесь нечистым пахнет. Считают, что вы тем самым защищаете себя и свои границы. Возможно, даже используете вместо оружия, да, оружие именно воздействия невидимыми силами. Но вы поступаете, опять-таки, справедливо, да, если вы что-то и делаете, то поступайте справедливо, у вас есть на все мера, не переборщить, у вас есть адекватность. Если вы что-то делаете, вы делаете это с умом, взвешивая и понимая сразу же все минусовые качества того, что вы делаете, что может из этого минусового выйти. Вы, да, вы обладаете даром считывания информации, интуиции. У вас очень хорошо работает интуиция. Здесь конкретно кто-то уже об вас не обжегся, а был в той ситуации, когда вы что-то сказали, это сбылось. Или же вот именно так и произошло, как подсказывала ваша интуиция. И вам из-за этого
в этом случае верят, но боятся вас. Боятся ваших вот этих каких-то практик, что вы можете воздействовать соответственно, если умеете еще и предвидеть или интуитивно что-то считывать. Здесь показывают женщину, которая выглядит моложе своих лет. Вам это в лицо прям говорят, что ты не выглядишь на свои года. И поэтому еще могут называть вас ведьмой. Часто ведьмы выглядят моложе. Это одна из, да, бывают разные ведьмы. Опять-таки, как можно понять, что женщина ведьма, ну, выглядит моложе своих лет, вообще как девочка, хотя ей уже за 40. Вы знаете, то, что вы говорите, проецируете людям, конкретно, которые о вас говорят, вот вы так и делаете. Вот вы сказали, сделали. Вы попусту так говорить не будете. И, возможно, вы вот сказали, что переедете, вы переехали. И, знаете, тут видят вашу конкретику. Тем самым, возможно, вам даже доверяют что-то ценное или какую-то информацию. Видят вашу тактику поведения. Да, то, что вы не будете о ком-то что-то плохо говорить, просто так. Оценивайте человека по тому, чего он достоин. Справедливо и верно. Вы знаете, даже если кто-то в обществе обсуждает кого-то, вы можете вступиться, если это не так. Да, у вас такая присутствует справедливость. И видят еще в то, что влюбляются в вашу вот эту молодость мужчины. То, что вы молодо, красиво выглядите, в вас влюбляются мужчины. У вас есть кавалеры. Видят ваши страдания в жизни какие-то, горе и переживания, из-за чего вы, скорее всего, абстрагируетесь от мужчин. Вот мужчины к вам тянутся, а вы им, хочется сказать, средний палец показываете. Притом сама одна находитесь. Но принимайте их подарки и дары. Также вы умеете съязвить, умеете подколоть, особенно неприятных людей. Вы умеете взять за больное, знаете, где надавить. Здесь кого-то вы конкретно обидели, здесь в силу возраста опять. Знаете, кому-то бы вы как будто бы дали много лет. Или вот похожее что-то, да, такое, такой вот подкол на ровном месте. Но именно человеку, который этого заслуживает. Возможно, даже вот человек как-то себя повел не очень приятно, и вы вот, знаете, в шуточку, хихи-ха-ха, но дали прям в самое сердце. Вот так вот. А вы понимали, что вы дали по сердцу. Это ваше прикрытие, вот, возможно, даже и хихи-ха-ха. Понимаете? Заслуживает. Да, человек до сих пор об этом вспоминает. Или где-то об этом... Мне больше идет, что человек сам с собой вспоминает и что-то говорит вслух. Но четко врезались прям в голову, в память его ваши вот эти вот подколы какие-то, да, или конкретно вот что-то такое жесткое было сказано. Типа в шуточку, на самом деле. Видят, что вы, опять-таки, материально независимые, что деньги, знаете, что деньги легко к вам приходят. И то, что вы управленец деньгами, то, что вы можете подкупить, вы можете себе позволить, что хотите, или же вы можете взять, да, даже душу человека за деньги, купить. Вы умеете... Тут манипуляции идут, что вы не просто так имеете эти деньги, вы что-то тут хитрите, манипулируете, врете, крадете и так далее. Также здесь кто-то говорит на вас, что вы вампир.
Вы крадете энергию. А кто-то конкретно может заявлять о том, что вы магически воздействовали, чтобы украсть у того человека деньги. Как будто бы вы с кем-то общались. Вот тут такое, знаете, о деньгах шла речь. И кто-то вам конкретно что-то сказал. И вот потом у него вот как в деньгах отрезало. И он считает, что вы повлияли или вы сглазили, да, или воздействовали как-то. Вы мастерица. Вы на самом деле умеете влиять на людей словом, взглядом. Вот как оно и есть, как вы скажете, так оно и исполнится. И будет. Да. Подтверждение «да». Так оно и есть. И люди скорее чувствуют вашу энергию. Чувствуют, за какие границы нельзя к вам заходить. И что за это будет. Хотя, да, тут вопрос такие. Но из двух зол, вот хочется сказать, да, выбирать. То есть, ну, зло точно какое-то будет, или месть, или что-то случится. Что говорят о вас? Ну, то, что вы человек, вот, который имеет не только энергию и силу, вы умеете этим управлять. Вам дано от Бога управлять своей энергией и силой. О том, что вы, да, человек, который все доводит до конца, до отличного, не просто результата, а чтобы это все было отличным, качественным, гладким, да, там, или вот просто все должно быть идеальным, до идеализма. Могут говорить о вас, что вы эстет, или придирчивые во вкусах, такая, умеете в чем-то разбираться, в дорогих винах, например, в дорогих каких-то аксессуарах, одеждах там и так далее. Умеете вы четко подбирать вовремя нужные слова. Умеете этим словом влиять. И сделать больно, и наоборот воодушевить, сподвигнуть или предсказать и сбудется. Особенно в любовной сфере у вас очень хорошо, да, получается подманивать к себе мужчин. Вас очень много ревнуют. Вот так, кстати. Конкретно здесь кто-то вас ревнует. Да, есть двое мужчин, которые и один, и второй не хочет вашего счастья из-за ревности. Говорят о том, что вы такая: сегодня люблю, завтра не хочу. Человек настроения или же, да, который легко может отпустить. Он не держится за отношения, он не привязывается к ним. То есть вы от отношений независимы, от чувств, от любви. Вы стараетесь, здесь такая дама, которая знает себе цену и которая выбирает себя в любой ситуации. Чувства, отношения, любовь, деньги и так далее. Себя, любимую. А все остальное потом, вот как-то так. И даже, знаете, видят вас вот этот внутренний стержень в том плане, что вы не будете со слезами бегать, умолять, просить, останавливать, возвращать человека, неважно кого. Будь это любовные отношения или дружеские отношения, подруга там и так далее. Вы не будете бегать. Вы здесь уважаете себя, и вы знаете, вы человек, который уже когда-то точно прошел какую-то боль из-за отношений, и уже ничего не болит, и вы уже перестали, возможно, да, попадать в такие зависимые отношения, потому что здесь научились ценить свое время и вот свои границы себя. Здесь вас на работе очень много могут обсуждать, вашу деятельность, чем вы занимаетесь. Также здесь говорят о том, что вы в чем-то добились экспертности. Вы понимаете, что вы делаете, и вы так делаете это качественно и хорошо. Также вы такая ярая работница, да, работа, не покладая пота. О чем-то задумались, чего-то изучить, чего-то выучить. Кстати, вы постоянно, кто-то вас замечает, находитесь в процессе обучения. У вас может быть даже постоянно в руке или телефон, или книжка.
да, с какой-то обучалкой. Также человек скорее тут смотрит, который любит больше практическую литературу, нежели какие-то романы, детективы. Вы не любите летать в облаках, вы любите по-конкретному, и в вас это просвечивается. Вы такая конкретная, поэтому вам доверяют. Вам даже ценные могут что-то довериться. В вас сомневаться могут только мужчины, потому что видят вашу такую безграничность, независимость, и человек, который, скорее всего, легко отпускает, если ему не надо. Они боятся попасть в это «легко отпущу тебя». У вас очень тяжело, вас нельзя, невозможно посадить в клетку и заставить делать что-то. Вы человек, который будет брыкаться, вы человек, который лучше умру, чем я буду терпеть. Вы человек, который, скорее всего, не будет на самом деле в чего-то терпеть. Да? Терпите лучше меня, нежели я кого-то. Да? Здесь за уважение, опять-таки, своих личных границ. Тут показывает, что вы любите качественных мужчин, в том плане, да, что богатых, серьезных, работящих, серьезно относящихся к этой жизни, адекватных, умных, вот таких. То есть у вас большой перечень или список, чего вы хотите видеть в мужчине. И вы вот такая конкретная даже в этом списке. Вы выбираете то, что имеет качество, вес, ценность. Любите дела, а не слова. Что говорят о вашей спиной, но о том, что вы очень хорошо разбираетесь в психологии людей. Тем самым вы психологию используете как инструмент в своей деятельности или в общении, или в партнерстве, или в отношениях. То есть психология – это ваше оружие, и вы умеете очень хорошо пользоваться. Возможно, даже изучаете психологию. Знаете, тут еще есть, опять-таки, материализм некий в вас, вот видят, что вы бережете дорогие вещи или ценные вам вещи, бережно относитесь, или вы носите одежду и не снашиваете ее, да, вы носите ее аккуратно. Есть такая аккуратность. Вы цените то, что вы покупаете, или то, что вы имеете, цените. Возможно, вы человек еще такой, как могут о вас говорить. Вы не любите ничего лишнего в доме, хлама всякого или безделушек. Вы любите все качественное, конкретное или дорогое, ценное, вот как-то так. Все безделушки вы выкидываете вон на 3 китайские буквы. Вот так вот. Что еще говорят о вас за вашей спиной? Тут конкретно говорит человек тот, который знает вас очень хорошо, знает что-то из детства или из прошлого о вас. И где-то вы были в каких-то передрягах с этим человеком, в каких-то приключениях, острых приключениях. Вот этот человек о вас вспоминает и о вас очень часто кому-то рассказывает. Вот какие передряги были в вашей жизни. Тонули вместе, убегали от кого-то, дома не спали, скрывались там где-то в ящичках, коробочках или по закоулкам. Ну, у каждого свои приключения в жизни, да. Чего-то есть такое, что между вами еще до сих пор осталось. И вот он вспоминает, это часто говорит и смеется. Вы тоже это очень часто вспоминаете. Между собой вот какие-то случаи с детства. Ну, здесь такой разговор, как же вопрос у человека. А как вы сейчас поживаете? Да? Что в вашей жизни, по-любому ваша жизнь как-то изменилась, да, человек думает об этом. И здесь есть интерес заглянуть в вашу жизнь сейчас или встретиться с вами, о чем-то рассказать, поговорить. Но здесь нету ничего сейчас общего. Возможно, уже произошла развилка, которая развела когда-то в жизни вас, в вашей жизни. Вы там где-то живете, тот человек там где-то живет.
Но у вас есть о чем вспомнить, да, у человека хочет с вами увидеться, поговорить, поболтать, увидеть то, как вы сейчас поживаете. Почему-то здесь еще такой разговор, она счастлива сейчас, да, или в отношениях, или в жизни, в принципе. Также человек этот видел какие-то еще с детства вашего юношества, ваши цели, к чему вы стремитесь. Возможно, человек может догадываться, думать о том, что вы работаете по той профессии, о которой мечтали. И вы в этом, может быть, специалист, профессионал, да, удачно, все удачно. Что говорят о вас за вашей спиной? Здесь человек о вас отзывается положительно. Очень рад бы на самом деле встретиться с вами и еще раз поговорить о чем-то. Здесь идут шуточки какие-то. Были между вами забавные истории, вплоть до смеха. И вот он хочет это вспомнить с вами. Что говорят о вас? Что вы эгоистка. Тут конкретно кто-то другой говорит, что вы такая ярая эгоистка, живете для себя или бросаете какой-то мусор и не убираете. Все должны как слуги за вами убираться или что-то вот такое, да, идет. То есть или вы бросили, ушли, не убрали за собой. Что-то такое есть. О том, что вы, знаете, показываете свое превосходство тем самым. Не потому, что вы какая-то грязнуля поросенок, а потому что вы тем самым показываете, вот я королева. Может быть, даже это не бросать чего-то, да, но какие-то есть такие проявления царские, да, она что, царица, вот как-то в таком духе говорят. То, что все должны присмыкаться перед вами, то, что прислуживаться, да. Притом вы постоянно в чем-то крутитесь. Постоянно у вас какая-то движуха в жизни. Все на месте у вас не стоит. И вы такая активная. Вы любите праздник. Говорят о вас. Говорят о вас, что вы наверху показываете красивый фантик, а внутри не имеете ничего. То, что вы, если наверху проецируете смех, то внутри у вас очень сильно что-то болит, вы о чем-то переживаете. Кто-то может говорить о том, что вы несчастны в любви, потому вы себя вот ведете как королева. Что говорят? О том, что вы любите постельные утехи. Здесь, кстати, говорят о ваших вкусах в мужчинах, что вы выбираете мужчин. Знаете, вас возбуждают деньги, вас возбуждают даже не мужчины, а деньги. Не идет речь о жадности. Тут видно, что вы такая дама, вам деньги не нужны так вот просто, да, в плане хочу много денег, много, как в золотой антилопе от жадности. Нет. Вот вас возбуждают мужчины, которые умеют зарабатывать, которые умеют принимать какие-то конкретные решения. Даже, да, здесь все в этой энергии варьируется, в особенности деньги. Вас это возбуждает. Вот видят в вас то, что вы уважаете или даете зеленый свет богатым или таким вот мужчинам, настоящим мужчинам. Ну, мужчина, да, по сути своей добытчик, вот так вот. Пусть это не деньги, а мясо, вы будете любить мужика, который приносит домой мясо, понимаете? Здесь конкретно кто-то говорит о вас, что вы этого не заслуживаете. То, что вы имеете какую-то победу, какой-то выигрыш в жизни, в чем-то вам повезло. Вы это не заслужили. Или вы взяли это обманным путем. Возможно, пользовались какими-то магическими ритуалами, практиками, да, что вы получили какую-то победу, в чем-то выиграли. Например, мисс Вселенная, да, и на тебе выиграла. Ага, значит, она кого-то подкупила. А чтобы кого-то подкупить, вы пользовались какими-то магическими практиками. Вот так вот.
издалека люди или люди, которые находятся от вас очень далеко, даже вот хочется сказать за границей, видят, да, что вы женщина, которая идет к своим целям, и не просто она идет, да, и у нее все получается просто так, она идет по головам. Притом вы ничего не боитесь, у вас какая-то решительность, вы готовы идти даже на самое чего-то рискованное, вы не боитесь рисковать. Вот такой вас видят. Женщина-огонь, женщина по страсти, женщина, у которой постоянно открываются дороги с помощью каких-то людей, которые ей помогают. Она не чувствует тяжести, потому что эти тяжести несут какие-то, хочется сказать, мужчины, прислуги, да, которых она к себе подманила. Или которым наговорила какие-то красивые слова, которые в это поверили и пытаются, да, в чем-то ей помогать. Вот вы умеете, как они считают, влиять на мужчин или на их действия, на их принятие решения. Также здесь считают, что вы легкомысленно иногда относитесь к серьезным ситуациям. Какая-то проблема, вы смеетесь или не воспринимаете всерьез. Когда вам о чем-то говорят серьезном, вы или хихикаете, хахакаете, но не воспринимаете всерьез, не слушаете. А почему нет? Почему вы должны проблемы в себя брать? Понимаете, если вы будете слушать негатив, вот это так, да, по психологии. Если вы будете слушать негатив, он прилипать будет к вам. Поэтому я бы сказала, это защитная реакция, психологическая реакция организма, да, на невосприятие негативной информации. Поэтому у вас вот это и проецируется. Вот что видят. Что вот сейчас кризис, а она покупки делает. Вот сейчас беда какая-то, да, а она вот улыбается. Или в поездку собралась отдыхать. Нет же, давай ныряй в эти проблемы с нами, мучайся, да, вот так вот. Докапываются, в общем, люди. Все не так, все не по их. Хотя это ваша жизнь. Почему вы должны строиться под кого-то? Пытаются на самом деле как-то, знаете, свое мнение внушить вам, и чтобы вы слушали их. Тебе это не идет, тебе не подходит, туда не надо тебе, да это не твое. Не слушайте никого. Вот как вы себя ведете вот по состоянию вот этого дурака, да, вот так и ведите. Не обнуляйтесь, не воспринимайте ситуацию, особенно негативную, таких за раз близко к сердцу. Да, улыбаюсь. Даже вот знаете, вот, например, похороны, а вы стоите анекдоты рассказываете, понимаете? А почему вы должны плакать? А почему вы должны подыгрывать? Почему вы должны себя втягивать в слезы, в горе? Я этого не хочу. Здесь показывают вот ваше какое-то такое... Они думают, что это легкомыслие, она несерьезно относится к жизни. А почему вы должны вот серьезно относиться к жизни? Кто серьезно относится, тот стареет. Знаете об этом? Это психологический трюк. Кто, да, весь такой серьезный и правильный, тот, кто старается, вот сейчас мне это не по возрасту, я это одевать не буду, они стареют раньше времени. Потому что сами вгоняют себя в границы. Вот это нельзя, вот это можно, вот это нельзя, вот это можно. И причем неправильно. Сегодня выходной, надо быть дома. Надо расслабляться, надо куда-то ехать. А я хочу поработать. Мне нравится работать, например, да? Нет же, по правилам, да, надо вот каким-то там, кем-то написанным. Надо куда-то, надо отдыхать. Надо, может, съездить отдохнуть и так далее. Хотя можно и поработать, а в понедельник отдохнуть. Ладно. Ну, тут видят ваше величие над всеми, господство, да, какое-то, что вы такая управленец, что вы не даете кому-то продохнуть или спустить этот ремень, затянутый на животике, понимаете? Считают, что вы сама отдыхаете, например, а все работают. Да, вы врете. Создаете какую-то имитацию вашей работы. Притом вы главенствуете, еще указываете.
А когда до серьезного чего-то доходит, вы сливаетесь на дурака. И моя хата с края, ничего не знаю. Вот как-то так. Такая вы... Но тем самым, да, кому-то вы даете, вот по дураку, по солнцу, вы кому-то даете понять или озаряете, или подсвечиваете кому-то, что, да, а почему к этому так серьезно-то надо относиться? Включайте пофигизм, и будет все в вашей жизни отлично, и будете вы счастливы, и будет у вас то, знаете, вот как-то так. Вы подсвечиваете, вы не говорите напрямую, вы даете людям понять, вот как вы себя ведете, они начинают думать, призадумываться. И видят же, да, что ваш вот этот дурак, пофигизм некий или отсутствие каких-то таких негативных эмоций помогает вам в чем-то продвигаться. Да? Это вот, скорее всего, секрет вашего успеха. Здесь люди замечают о том, что вы успешны и талантливы. И тем самым понимают, в чем секрет. Секрет в некой такой легкости по дураку. Вы не стараетесь свою голову чем-то лишним загружать. А завтра же канун, а завтра же нельзя есть мясо, а вот это вот то-то, а на столе сидеть нельзя, на пороге стоять тоже. Вот знаете, вот как-то сохраняете такое чувство легкости, расслабления, может, какого-то, и поэтому продвигаетесь. Когда вы начинаете напрягаться, так наоборот все и напрягается, стоит на месте или не двигается вообще. Это заметно. Людям это заметно. Вы умеете подсвечивать, я же говорю. Ну так. И еще. Слушайте, везде вы ходите вы. Вы цените однозначно себя. И это очень хороший показатель. Да, то, о чем мы сейчас весь расклад говорили, это вот проявление и есть забота о себе. Вы ставите себя на первое место. И это, знаете, это отлично. Потому что тем самым у вас идет ваша жизнь, а не чья-то. Да? Здесь человек не жертва, который ради всех. Он уже прожил ради всех или когда-то, да, вы были ради всех. Но люди этого не оценили. Вы выбрали себя, и вы поняли, да, то, что тем самым вы себя лучше чувствуете, да, или ваша жизнь улучшается при выборе себя. Ну вот ограничения, которые раньше вас, скорее всего, и разбивали. Мама сказала нельзя, бабушка тоже, да, и все, и с работы, и там, и друзья, вот говорили нельзя. У вас очень много было раньше ограничений. Вы кого-то слушали, притом, знаете, честно верили в это. Вы понимали, что да, это нельзя, так где-то сказали или где-то там написано. Поэтому у вас проблемы в жизни прям одна за одной были. Да, вы, скорее всего, я бы сказала, открыли третий глаз, поняли истину какую-то, чему-то научились на ошибках. Вот смотрите, сколько горя, сколько ошибок, из-за которых вы чему-то научились. Здесь я бы даже сказала через кровь. Здесь кто-то по крови у вас конкретно вот был такой. Научи барана молиться, он лоб разобьет. Понимаете? Вот тут такое же, вот эти вот каноны, традиции, так нельзя, так не нужно. И из этого вырастают вот эти ограничения, целый забор. А потом ты понимаешь, почему у меня проблемы в жизни, почему я не могу выйти из этого. Да потому что ты же сама простроила этот забор из-за того, что ты слушала мнение окружающих. Вот так. Здесь о вас конкретно говорят о том, что вы из чего-то вышли, освободились. Видят в вас свободную женщину. Неважно в каком смысле, замужняя, незамужняя, или в принципе внутренне, да, вы человек свободный. Что хочу, то ворочу. И пытаются тырить у вас вот эту энергию. Пытаются пользоваться. Хочу откусить кусочек твоего счастья или твоей красоты. Наглые, злые люди. Вы их не подпускаете. Вы даете им понять, что или я здесь главное, или ударю больно. Вот как-то так.
Люди, знаете, о чем здесь спрашивают? А как вам удается... Ну, тут они понимают, что интеллект, это благодаря интеллекту. Но опять вопрос, как вам удается все успевать или еще зарабатывать столько, или хорошо жить? Кстати, к вам кто-то намыливается или с колечком, или с признанием, или с подарком намыливается. Это прям такое слово, да, такие. А может и правда намыливается, там натирается мочалкой. Мужчина какой-то. Он же скорее задается вопросом о вашей вот этой ресурсности. Как вам удается? Как вам удается так, а? Сохранять и внешнюю красоту еще при том. Вы же много работаете. У человека что-то сломалось. Техника, машина. Или человек попадет в какую-то аварию. Возможно, передвигается где-то. Хотя, знаете, он так ездит медленно. Вот он считает, что медленно, но верно. Но вот даже при этой медленности здесь, наоборот, нужна скорость. Или свернуть, или вот что-то такое вовремя. Но здесь ничего такого прям аж опасного, да. Здесь выходит шестерка кубков. Ситуация возобновления. Но тут что-то сломается у него, из-за чего он не сможет приехать к вам, прийти, дорога. А может, телефон. Медленный, долго думает, раскачивается. А вы его знаете, этого человека, человек из прошлого. Человек, кстати, несет судьбоносная информация для вас. Он должен появиться, и вы слушаете его, если даже вы не хотите его видеть. Здесь будет что-то такое, я бы сказала, судьбоносное пронесется. Или определенно будет какая-то важная от этого человека информация. Пусть это будет даже ситуация между вами какая-то случится, но она судьбоносная, она должна случиться в ваше же благо. Если позовет на прогулку, обязательно идите, даже если вы его ненавидите или не хотите видеть. Здесь будет подсвечивание, вот так я скажу. Для вас, женщина, женщина-мужчина, вот так вот. Здесь показывает женщину в мужских энергиях, которая добивается всего. Здесь вы получите отличный результат. Возможно, даже идею какую-то, подсказку от этого человека. Или человек вас в чем-то просветлит, откроет на что-то глаза. Здесь не говорю о любви, здесь может быть встреча, у кого-то может быть возобновление отношений. Человек, может, и изменился, да, все-таки что-то, хочется так сказать, в голове прозрело у человека, человек что-то понял. Смотрите-ка. Но у вас будет финансовый успех из этого человека или прорыв. Да, главное, держите не оборону, а вот эту золотую середину. Не переусердствуйте. Особенно, вот что касается разговоров, да, вот 50/50. Не надо перебарщивать, что-то пытаться рассказать. Лучше больше слушайте информацию от него. Или действия, смотрите, какие будут происходить. Возможно, во время вашей встречи будут даже какие-то знаки восьмерочки или знак бесконечности вы увидите. Смотрите внимательно. И это будет знаком, сигналом о вашем успехе, вашем достижении чего-то, какого-то результата. Но здесь гений, гениальность, это может быть даже, знаете, вдохновение же, оно как приходит. Может быть, вы писатель, может быть, вы художник. И оно внезапно посмотрела на елочку, и сразу же раз, и думаешь, нарисовать быка, да, почему-то, хотя смотрела на елочку. И вот ваша встреча не просто будет встречей, здесь однозначно что-то такое несет в себе, как информацию или, опять-таки, вдохновение на что-то. Может быть, да, по вашему роду деятельности, или как раз-таки ответ на ваш вопрос, о чем вы спрашивали себя много лет и не понимали. А здесь будет конкретный ответ. Не в бровь, а в глаз. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.